Кажется, что просто существование человека вредит планете. Вся наша жизнедеятельность заточена на разрушение природного баланса. За примером далеко ходить не надо. В школе каждый слышал о парниковом эффекте. Земля медленно, но верно нагревается. Это проблема мирового масштаба. Ее последствия чувствуют и в Якутии. Уж слишком непривычно теплые зимы и жаркое лето. Процесс уже не остановить, но замедлить его в наших силах. На это и рассчитана концепция так называемой углеродной нейтральности. Разработали ряд предложений и мероприятий, которые, на наш взгляд, помогут нам извлечь, скажем так, выгоды и нивелировать риски от этой большой зарождающейся климатической экономики, которая связана с тем, что мы все стараемся предотвратить рост выбросов, потепление и, соответственно, адаптироваться к тем изменениям климата, которые уже неизбежно будут на промежутке 20-30 лет происходить. Говоря простым языком, Якутия будет поглощать больше углекислого газа, чем его производит. Вопросом о том, как мы к этому придем, целый год занимался коллектив ученых. И вывод исследований удивит обывателя. Наша республика вообще-то уже углеродно-нейтральна. Всю добычу алмазов, золота, газа и нефти сглаживает обширный лесной массив. Но далеко не все российские субъекты и даже страны могут похвастаться таким же количеством зеленых помощников. В Якутии у нас леса позволяют выступать в роли стока парниковых газов. То есть наши леса поглощают. У нас нет такой активной промышленности, которая бы загрязняла на таком региональном уровне планету. Но наши леса, они как бы поглощают эти выбросы, которые идут с центральной и западной части нашей страны. Но Якутии все еще есть куда расти. Пресловутые пожары не только уничтожают леса, но и несут за собой не меньше вреда, чем те же недропользователи. Поэтому концепция поощряет промышленные компании внедрять экологические инициативы, в том числе помогать тушить возгорания или переходить на чистое топливо. Сфера энергетики, она охватывает большинство направлений. Энергосберегающие технологии, газификация населенных пунктов, они все вкупе дают минимизацию выбросов парниковых газов. То есть это может быть перевод газомоторного на газомоторное топливо и так далее. По всем отраслям это касается. Отдельный вопрос – сфера ЖКХ – больное место якутской экономики. Сделать ее энергоэффективной – это забег на длинную дистанцию, впрочем, как и вся концепция. Но только такое долгосрочное планирование позволяет улучшать ситуацию без шоковых последствий. Концепция углеродной нейтральности – первый шаг на большом пути. Теперь ученым предстоит сформировать программу с более конкретными мерами, но дорогу осилит идущий, как говорят сами светила науки. Ржана Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск.